Галоўнае за тыдзень на канале «Беларусь-4 Брэсту» у студыі Роман Біч мы пачынаем узгадваць самыя яркія тэмы з інфармацыйнай палітры рэгіёна 7 дзён. Брэст на 2 дні на гэтым тыдні стаў цэнтрам бізнес-перамоў. Тут прайшоў 3-й міжнародны форум дзелавых кантактаў Брэст-2018. Удзел у ім узялі больш за 100 замежных партнёраў з 21 краіны. Трэці год запар Брэст становіцца буйнейшай пляцоўкай для сустрэчы дзелавых колаў захаду і ўсходу. Сёлета на форум з'ехаліся прадстаўнікі 21 краіны. Гэта і нашы бліжэйшыя суседзі, пастаянныя ўдзельнікі форуму Польшча, Украіна, Расія і дзелавыя колы з далёкага замежжа, краін Еўрасаюза і ЗША, Азіі, Блізкага ўсходу, Афрыкі. Некаторыя з іх на форуме упершыню. Приехала сделать какие-то деловые, наладить контакты для будущего сотрудничества. Меня интересует аграрный сектор и сектор образования. И поэтому одна из целей – это посмотреть, сходить на предприятие и увидеть своими глазами. І калі адны ўдзельнікі форуму яшчэ толькі прыглядаюцца да магчымасцяў двухбаковага супрацоўніцтва, другія ўжо прыступаюць да рэалізацыі інвестыцыйных дагавораў. Так, кампанія з Германіі створыць у Івацевічах новую мэблевую вытворчасць. Аб'ём інвестыцый $20 мільёнаў. Мы хочам тут у Беларусі пабудаваць самую сучасную фабрыку ў Европе. Чаму ў Івацевічах? Там вельмі добрыя перспектывы, створаны ўсе ўмовы для работы, а галоўнае, мы адчуваем вельмі добрую падтрымку. У Брэсцкай вобласці зараз працуюць 277 прадпрыемстваў з замежным капіталам. Стварэнне аптымальных умоў для вядзення бізнесу, падтрымка ў рэалізацыі інвестпраектаў – адзін з прыярытэтаў знешнеэканамічнай палітыкі рэгіёна. Сёння знешнія сувязі Брэшчыны – гэта дарога з двухбаковым рухам. Если брать представителей Европейского Союза, в основном ведутся переговоры по инвестиционной привлекательности Брэшчины и привлечению сюда инвестиций. Если брать бизнес дальней дуги, так называемый, это больше всего переговоры ведутся по поставкам наших товаров в страны дальней дуги. Ужо першы дзень форуму даў старт шэрагу дамоўленасцяў. Так было падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Брэсцкай вобласцю і падляшскім ваяводствам Польшчы. Нашых бліжэйшых суседзяў цікавіць інвестыцыйны клімат прыгранічча і сумесныя праекты ў галіне турызму. З Брэсцкім рэгіёнам мы ўжо рэалізуем сумесныя трансгранічныя праекты. А сёння мы падпісалі пагадненні аб больш цесным супрацоўніцтве, якое пойдзе да карысці развіццё двух рэгіёнаў. Мы лічым, што бязвізавы рэжым таксама добры шанс умацаваць наши сувязі. І гэта добрая магчымасць ствараць сумесныя турыстычныя праекты. Таксама Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт падпісаў 3 інвестыцыйныя пагадненні ў сферы чыгуначнага транспарту і сельскай гаспадарцы. У праграме форуму не толькі дзелавыя сустрэчы, але і канферэнцыі, таргі, кантактна-кааперацыйная біржа, аўкцыён па рэалізацыі нерухомай маёмасці. Арганізатары ўпэўнены, яны дадуць старт новым ініцыятывам у рэгіёне. Больш падрабязна аб тым, як прайшоў 3-й міжнародны форум дзелавых кантактаў Брэст-2018, пагаворым з госцем праграмы «Галоўнае за тыдзень», намеснікам старшыні Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта Андреем Клецам. Добрый вечер, Андрей Анатольевич. Добрый вечер. Итак, сюжет, который мы с вами только что посмотрели, был подготовлен в четверг. Наверняка уже подведен какой-то итог, проведен какой-то анализ проделанной работе. И сегодня можно уже подвести некие предварительные итоги. Насколько продуктивным оказался бизнес-форум Брест-2018 в этом году? Необходимо отметить, что данный форум у нас прошел на самом деле достаточно активно, особенно по присутствию зарубежных партнеров. Это почти 20 стран мира, больше 200 участников иностранных только присутствует у нас, 120 экспонентов выставлялось на форуме. Мы заключили соглашение об инвестициях. Это довольно серьезное соглашение, в частности, с немецкой компанией Polypol. Сумма инвестиций предполагаемо более 20 миллионов евро. Компания, которая планирует создать в Ивацевичском районе производство мягкой мебели со 100% экспортом данной продукции за рубеж. И планируемое количество занятых порядка 1200 человек. То есть это очень крупный проект, к которому мы шли вместе с концерном Беллесбумпром. И пришли уже к практической реализации. Уже в этом году на арендованных площадях Ивацевич-Древ начнется первое производство, но в дальнейшем уже строительство нового предприятия и своим чередом будет идти реализация данного проекта. Вы видите, как активно развивается логистика у нас в городе Бресте, вообще в целом в республике. И Брест – это крупный транспортный узел, который имеет все 4 вида сообщений – железнодорожный, автомобильный, речной, воздушный.
Вот, и активно идут логистические компании сюда к нам для работы. И для того, чтобы их работа была сегодня наиболее продуктивной, успешной, для того, чтобы это было удобно и, скажем так, для того, чтобы поезда, особенно логистика железнодорожная сегодня развивается, чтобы они не задерживались в пути, чтобы это было, значит, прохождение этих грузов свободным, железная дорога вкладывает в инфраструктуру Брестского узла, железнодорожного узла. Планируем, мы объясним, инвестиции на данном этапе порядка 11 миллионов белорусских рублей. Это несколько этапов будет проведено, модернизация железнодорожных путей, узловых каких-то моментов и так далее. И железная дорога вот, инвестирует в данный путь для развития логистики. Плюс логистика приходит сегодня, интересуются компании по логистические, которые готовы сегодня европейские, готовы работать с нами, с Беларусью. Это пока идет проекты переговорного процесса. Говорить о результате, конечно, пока еще сегодня рано, но переговоры уже идут в своей завершающей стадии. Вот. Также одним из основных направлений, которое было у нас и интересных моментов данного форума, его преимущество, это было заключение инвестиционного соглашения с американской компанией, которая работает у нас в городе Пинске. Это производство монокремниевых пластин, которые используются в микроэлектронике. Это существенное расширение производства, которое планируется данной компанией. Там же в Пинске? Там же в Пинске, да. Ну, можно сказать так, что это будет практически почти новое предприятие, рядом построено, рядом с предприятием Комсил, которое уже сегодня существует. Его руководитель и собственник Марк Хомник присутствовал на форуме, мы подписали соглашение. Они планируют инвестировать более 3 миллионов долларов в данное предприятие. Это, ну, скажем, это первый раз, что мы в Брестской области заключаем инвестиционное соглашение с компаниями из Соединенных Штатов. Тоже достаточно значимо. Они на форуме участвовали, вели переговоры и с другими странами, которые присутствовали здесь, отметили тоже динамику нашего форума в сторону расширения рынка, есть надежда, расширения что участников. Они вернутся домой и расскажут о том, что есть в Бресте вот такие площадки, и туда можно и нужно инвестировать. Да, не только есть надежда, это на самом деле успешный проект, который существует у нас сегодня в области, и он реализуется, и насколько вот мы осведомлены, господин Хомник эту информацию приносит всем своим знакомым и тем партнерам, с кем он работает. Во всяком случае, продукция, которую он реализует в Соединенные Штаты, она имеет свой сертификат, что сделано в Республике Беларусь. Но в данном случае в Брестской области. Ну, раз мы уже заговорили о именно новых партнерах, я их так буду называть. Да. Вот много ли новых участников в этом году приехали к нам на выставку? Много. Много на самом деле. Это и страны Африки были, и это Ближний Восток. Вот, это много стран, которые точечно только работали из Европы, сегодня из Белоруссии присутствовали у нас. Я скажу, что переговоры проводились практически на всех площадках, именно на форуме и на выставочных экспонентах. Эти переговоры шли. Я думаю, что будут достаточное количество контрактов. Во всяком случае, интерес был неподдельный к продукции, которая производится в Брестской области. Помимо проекта, который был подписан Соединенными Штатами, какие еще инвестиционные проекты вы могли бы выделить, которые, на ваш взгляд, имеют особое значение для нашей области? Может быть, даже которые уже сейчас реализуются и были подписаны в прошлом году, но все же они сейчас развиваются и идут, и большой эффект нашей области, скажем так. Реализуются проекты, которые у нас были подписаны в предыдущие годы, в частности, в свободной экономической зоне. Это предприятие Орла ТК, это производство светодиодной ленты вместе с китайскими инвесторами. Реализуются проекты по пищевой промышленности у нас. Это автоматизация производства, автоматизация складского хранения. Реализуются и многие другие проекты, которые были ранее у нас подписаны и запланированы. В частности, вот Антопольская ватно-прядельная фабрика полностью перевооружилась и производит новые экологически чистые продукты. Это утеплители изо льна. Они производят аэродинамические продукты, которые идут в замещение, значит, для мебельной промышленности существующих продуктов. Это новые продукты, новые инновационные продукты, новые инновационные направления. В заключительный день форума также был подведенный конкурс среди молодых разработчиков, я их называю стартаперами. Вот что дает этот конкурс участников? Ну, и много ли было этих стартаперов у нас? Достаточное количество, чтобы говорить об этом, то, что много. Это на самом деле новые разработки, новые проекты, которые предлагают сегодня и студенты, которые обучаются у нас в городе Бресте, и те, которые уже вышли со студенческой скамьи, организовали свое новое производство. Скажем так, вхождение в жизнь, так, в новый вздох и возможности им дает наш Брестский технопарк.
в котором они сегодня располагаются и работают. Кроме того, что мы предоставляем им площади и какие-то возможности, технопарк обеспечивает им и сопровождение юридическое, бухгалтерское, то есть берет на себя те функции, которые нужно новым командам сложно, которые им необходимы для деятельности, а самим сложно для себя задействовать. То есть, по большому счету, это хорошая площадка для того, чтобы можно было найти инвестора, правильно? Который готов будет вложить в этот проект какую-то разработку. И инвестора, и идею, и показать себя, чтобы получить заказы или возможность использовать свои знания, свои разработки в каких-то других сферах, не тех, в которых даже предполагалось изначально. Может быть, есть какой-то пример, который мы можем сегодня озвучить, который вот еще недавно была идея, а вот сегодня это уже, скажем, конкретный проект, который начинает работать. Ну вот у нас сейчас заканчивается неделя инноваций. Я думаю, что вот когда подведутся ее итоги, тогда можно будет об этом говорить. Пока секрет. Не секрет, но это, скажем так, чтобы не опередить события для ее участников. Уже стала доброй традицией в рамках бизнес-форума награждать победителей облисполкома за достижения в области качества. Я предлагаю посмотреть сюжет о том, как награждали и кого. Традыцыі адзначаць лепшых вытворцаў якаснай прадукцыі ўжо амаль 20 гадоў. За гэты час у конкурсе на прэмію брэсцкага аблвыканкама ў галіне якасці паўдзельнічалі ўсе без выключэння вядучыя прадпрыемствы рэгіёна. Не саступаюць і прадстаўнікі сярэдняга бізнесу. Вызначыць лепшых няпроста. Выделить было очень сложно. Совет заседал дважды по присуждению. Подходы по определению, они международные. Это стандарты системы ISO, которые определяют как систему менеджмента качества, так и систему управления окружающей средой предприятия, систему управления охраной труда на предприятии. Заслужаныя ўзнагароды ад абласнога выканаўчага камітэта за дасягненне ў галіне якасці атрымалі 5 прадпрыемстваў рэгіёна. Тыя, хто пастаянна інвестируе ў сучаснае абсталяванне і новыя тэхналогіі, а яшчэ ў працоўны калектыў. Мы всегда стремились к качеству, и, естественно, не только к качеству продукции, а к качественной жизни, в первую очередь, сотрудника. Так как самое главное, ну вот как я руководитель, всегда понимаю, что это инвестиции, вложенные в предприятие. Но никакие машины дорогостоящие не произведут продукцию так качественно, как человек. Поэтому на нашем предприятии самое главное – все вложения в качественную жизнь сотрудника. За высокімі ўзнагародамі праца калектываў. Калектыў прадпрыемства «Белалка» – гэта 600 чалавек, таксама у ліку лаўрэатаў прэміі аблвыканкама ў галіне якасці. Вопросом качества это на первом месте. Значит, ISO 22000 мы внедрили еще 4 года назад, которые сегодня массово внедряются. Поддерживаем те традиции, своевременно внедряем новые версии ISO. В общем, работаем в этом направлении. Укараненне сучасных сістэм якасці, сертыфікацыя прадукцыі, работа, якая сёння вядзецца на ўсіх прадпрыемствах, дзе разумеюць, якасць і канкурэнтаздольнасць – паняцці непарыўныя. Андрей Анатольевич, почему премию в области качества получать престижно? Ну, престижно – это в первую очередь доказать, что ты лучший в своей отрасли, лучший по своему продукту производимому, и это твое преимущество как на внешних, так и на внутренних рынках. Сегодня наши предприятия в области качества все шире и шире используют новые методики, новые стандарты, которые разрабатываются и существуют не только в Беларуси, не только в наших ближних партнерах, но и в странах Дальней Дуги, в таких как Китайская Народная Республика, Евросоюз, Ближний Восток. Потому что наша продукция поставляется в том числе и в Арабские Эмираты, в Соединенные Штаты Америки, в Австралию. Это все требует доказательства своих возможностей и по сертификации качества, о ее безопасности, о ее экологической безопасности и о натуральности данного продукта. То есть преференции есть у этого, скажем так, звания, будем говорить? Это не только преференции, это заявление о себе, что ты находишься на этом пути. Скажу больше, что многие наши предприятия, которые работают на внешние рынки, они и добровольно проводят сертификацию тех или иных стандартов своей продукции, как по своему усмотрению, своему желанию, чтобы доказать, что все-таки ты можешь больше и делаешь для этого больше, так и по желанию их потребителей. Потому что сегодня требования в области качества и экологичности продукта, натуральности его становятся все больше и шире, и они популярны среди населения различных стран. И, в общем-то, это политика и наших предприятий, и нашего государства, экологичность, натуральность продукта. То есть именно по этим критериям и определялись лучшие?
лучшие определялись. То есть как? Расскажите, кто выбирает вот этих лучших и по каким критериям? Создается комиссия, достаточное количество критерий, их много, есть прямые, есть косвенные критерии. Одним из основных это, конечно, количество внедрения стандартов. На предприятии это и охрана труда, это и качество продукции, это и организация производства, это и степень удовлетворенности работниками данного предприятия, это и социальные стандарты, и много других показателей, которые влияют в целом на работу предприятия, на его успешность. В результате внедрения этих стандартов и признания, в общем-то, даже нашей областной премии качества, это осматривается всеми покупателями. Сегодня мир очень открыт, и мониторинг любого предприятия, он тоже открыт. И данная премия, и данный, это считается престижно среди предприятий, это еще одно подтверждение успешности предприятия и того, что оно может существовать на рынке. Этот конкурс проводится уже не первый раз, поэтому хочу спросить, насколько активно сами предприятия, сами участники участвуют в этом конкурсе. То есть, по большому счету, как у нас в области обстоят дела с качеством производимой продукции? Хочу обратить ваше внимание, что количество предприятий и организаций растет. Это не только промышленные предприятия, это не только пищевая промышленность. Это и предприятия, которые оказывают услуги, это и строительные организации, это и локомотивные депо, это и комбинаты бытового обслуживания, и сфера торговли. То есть это не только то, что можно потрогать? Конечно, конечно. Это все сферы жизнедеятельности человека, все отрасли экономики. Что ж, пожелаем, чтобы подписанное соглашение и новые договоренности как можно быстрее, конечно же, дали положительный результат. Спасибо вам за то, что к нам пришли, и спасибо за беседу. Спасибо. Ну я нагадаю, об выніках міжнароднага бізнес-форуму говорили з гостем программы «Галоўнае за тыдзень», намеснікам старшыні Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта Андрэем Клецам. Вы глядите программу «Галоўнае за тыдзень», мы працягваем. Пытанне эффектыўнасці работы малочна-таварных ферм і арганізацыі вытворчасці высакаякаснага малака абмеркавалі ўдзельнікі выязнога пасяджэння Брэсцкага аблвыканкама на прыкладзе гаспадарак Пенскага района. Першы адрас выязнога пасяджэння – малочна-таварны комплекс Шухова, адкрытага акцыянернага таварыства «Новодворская агра». Палова комплексу на 600 галоў была пабудавана і ўведзена ў эксплуатацыю толькі 5 гадоў таму. Аднак пры спрыяльных умовах мясцовыя сельгазвытворцы не дэманструюць адпаведных паказчыкаў. Да прыкладу, за мінулы год вытворчасць малака склала ўсяго крыху больш за 2000 тонн малака. Гатункам экстра рэалізавалі менш за 6%. Сярэдні ўдой ад каровы склаў 3633 килограмма. Потому что опустили руки. А район тоже, значит, сбоку присматривал. Чего, Валерий Васильевич? На сегодня за этим хозяйством закреплен руководитель ПМ-станции, идет отработка. Мы, да, за то, что произошло, виноваты здесь, говорится, все. И мероприятия, которые намечены, выполняются по выращиванию молодняка и дальше по всем этим остальным процедурам, позволяют сказать, что это хозяйство на пути исправления, и результат должен быть здесь. Недастаткова ранняя дыягностыка захворвання ў буйной рагатай жывёлы, парушэнне тэхналогіі нарыхтоўкі якасных збалансаваных кармоў і арганізацыі дыферэнцыраванага кармлення. Гэтыя прычыны прыводзяць да падзення паказчыкаў. Кіраўнік вобласці патрабаваў распрацаваць план канкрэтных дзеянняў па паляпшэнні сітуацыі ў Новодворскім. На Пенщине, значит, это одна сегодня из проблем, почему мы здесь собрались. Потому что есть люди, есть помещения, но, к сожалению, начиная от руководителей некоторых хозяйств и специалистов, они еще не перестроились к новым технологиям, которые дают возможность, если неукоснительно их выполнять, получать значительно выше результаты. А молоко сегодня это деньги, прежде всего, которых, естественно, не хватает. Поэтому, ну, вот такая ситуация. Хотя сказать, что они плохо работают, ну, так нельзя. Но у них очень большие резервы и хорошие перспективы для увеличения производства молока. Зусім іншая сітуацыя з эфектыўнасцю вытворчасці малочнай жывёлагадоўлі ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Парахонская». Пазіцыю лідара гаспадарка трымае па многіх паказчыкаў не толькі ў раёне і в обласці, але і ў рэспубліцы. Так, толькі за мінулы год вытворчасць малака тут склала больш за 33 тысячы тонн. Дойны статак у Парахонскім амаль 3000. Дзве утрымліваецца на молочно-товарном комплексе номер 3. С начала года мы, значит, надоили 2025 килограмм, это плюс 42 килограмма к прошлому году. На данный момент на комплексе все проданное молоко
идет сортом экстра, товарность 93,5. В среднем доят по комплексу 23 литра и 0,2. Имеется 900 фуражных коров, а весь комплекс занимает 2000 голов. Праблемы і перспектывы развіцця малочнай жывёлагадоўлі працягнулі абмяркоўваць удзельнікі выязнога пасяджэння абласнога выканаўчага камітэта падчас працы на базе Парахонскага цэнтра культуры і вольнага часу. Абмеркавалі таксама і пытанні выканання мерапрыемстваў па навядзенні парадку на зямлі. Марыя Кобец, Кацярына Страха, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст». Надзвычайным здарэннем абярнуўся рамонт пуцеправода пад Лунінцам. Адна з жалезабетонных апор не вытрымала нагрузкі і лопнула. Спынены рух аўтамабіляў, а таксама чыгуначнага транспарту. Паведамленне аб з'яўленні расколіны ў адной з 4 жалезабетонных апор моста на 363-м кіламетры аўтадарогі М10 мяжа Расійскай Федэрацыі Гомель-Кобрын паступіла выратавальнікам ад будаўнічай арганізацыі, якая выконвала планавы рамонт маставой канструкцыі. Тэрмінова быў скліканы сход камісіі па надзвычайных ситуациях. На объекте задейничаны усе необходные службы. Установлено, что во время ремонтных работ произошел крен моста путепровода из-за платежеспособности конструкции, опорной конструкции. Была сразу же дана команда на созыв комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все работники, кто был заинтересован, прибыли сюда, на место непосредственно. Здесь оценили ситуацию, приняли соответствующие решения. Адразу ж было прынята рашэнне аб выключэнні размешчанай на участках пуцеправоду лініі электраперадач, а таксама арганізаваны мерапрыемствы па арганізацыі аб'езду аварыйнага участку. Так, для аўтамабільнага транспарту арганізаваны аб'езд па маршруце вёска Дзятлавічы, Браўцы, Вічын. Для ўзнаўлення чыгуначнага руху ўжо до 24 гадзін была ўзведзена часовая металлічная канструкцыя для разгрузкі апоры. Звычайна праз гэты участак праходзіць 10 пасажырскіх і 34 грузавых цягніка. На перыяд правядзення работ з мэтай забеспячэння дастаўкі пасажыраў чыгуначнага транспарту са станцыі Люшча да станцыі Дзятлавічы задзейнічаны аўтобусы Лунінецкага аўтапарка. Сёння рух па чыгуначнай лініі ўжо ўзноўлены. Данный путепровод возведен в 1973 году. Сегодня он находился в стадии капитального ремонта. По нему производились работы. По одной части этого путепровода, по второй части производилось движение автотранспорта. На комиссии по ЧС принято дополнительное решение по проведению визуальных осмотров всех мостов, находящихся в Брестской области. Будет проводиться проверка на предмет того, по чьей вине, есть ли конкретные виновные лица, которые виноваты в том, что произошло вот данное событие и так далее. Причем на стадии самой до подготовки проведения ремонта, изготовления документации, то же самое, выполнение необходимых требований при проведении самого ремонта и так далее. Дорога міжнароднага значэння М10 у Беларусі праходзіць з усходу на захад па тэрыторыях Гомельскай і Брэсцкай абласцей і злучае паміж сабой раённыя цэнтры Палесся. Пачынаецца ад мяжы з Расіяй і фінішыруе ў Кобрыне. Пытанне аб далейшым лёсе моста будзе вырашана па завяршэнні работы экспертных камісій. Марыя Кобец, Аліса Грыгарчук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст». У аэрапорце Брэст працягваецца рэканструкцыя ўзлётна-пасадачнай паласы, што дазволіць прымаць новыя тыпы самалётаў, больш важкія боінгі і аэробусы. Гэта павінна адкрыць перад брэсцкім філіялам Белаэранавігацыі новыя магчымасці. Нашы карэспандэнты на гэтым тыдні вывучалі тэмпы рамонтных работ і бліжэйшыя перспектывы паветранай гавані. Брэсцкі аэрапорт пачаў ператварацца яшчэ ў мінулым годзе, аб чым навіны рэгіёна ўжо расказвалі. Работы па рэканструкцыі ўзлётна-пасадачнай паласы вяліся інтэнсіўна, прычым без адрыву ад палётаў. Сёння тут не меншае будаўнічае ажыўленне. Рэканструкцыя ўзлёткі пераступіла праз экватар. Уже полностью отремонтировано армобетонное основание на всей полосе и уложен первый слой асфальтобетона. Сейчас уже практически закончена укладка второго слоя асфальтобетона. Вот, ну и на подходе будет третий. 20 мая уже, да, все должно быть закончено. За ўзлётна-пасадачнай паласой наступіць чарга рулёжнай дарожкі і перона. Таксама будзе весціся і замена святласігнальнага абсталявання. Рэканструкцыя брэсцкай паветранай гавані патрэба часу. Тыпы самалётаў змяняюцца, а магчымасці старой узлёткі былі абмежаваныя. Яна не магла прымаць вялікія і важкія самалёты. Цяпер таўшчыня паласы складзе 26 сантиметраў, яе трываласць павялічыцца амаль удвая. Что нам позволит принимать самолеты
основных авиакомпаний, которые используются мировых, это как Боинги, ну, практически все линейки, кроме 747-х, потому что им нужна более длинная полоса для взлета и посадки. Практически всю линейку аэробусов. Больше привлекательностью станем мы для любых заказов, возможностей туристических фирм, прилетов чартерных рейсов. Як будуць выкарыстоўвацца новыя магчымасці, залежыць не толькі ад стану аэрапорта, але і ў цэлым ад развіцця брэсцкага рэгіёну і яго турыстычнага патэнцыялу. Ва ўпраўленні спорту і турызму адзначаюць, з увядзеннем 10-дзённага бязвізавага рэжыму мы сталі больш прывабныя для замежных турыстаў. На сегодня у нас уже зарегистрировалось более 2500, приехало уже практически 1976 человек. И эта тенденция имеет, ну, скажем так, к увеличению. Пакуль замежныя турысты прыбываюць у рэгіён пераважна аўтамабільным транспартам, а таксама чыгункай. Ёсць надзея, што і брэсцкі паветраны порт прыме актыўны ўдзел у праграме бязвізу. Мы собирали всех заинтересованных, приглашали туристические фирмы, обсуждали эту тему. Туристические фирмы готовы сегодня работать. Единственное, все будет, как говорится, в рамках обоюдного выгодного сотрудничества, то есть ценовой фактор. Тут вопрос организации, конечно, это работа от туристических фирм зависит. Мы готовы принимать, обслуживать, как правило, практически любые типы воздушных судов. Ужо 29 мая адбудзецца першы чартарны рэйс на Анталію. Ён будзе выконвацца кожныя 10 дзён. Таксама з брэсцкага аэрапорта самалёты паляцяць у балгарскі Бурхас і чарнагорскі Ціват. Адзіны рэгулярны рэйс Брэст-Калінінград узнавіцца 6 чэрвеня. Людмила Салзна, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест». Брэст імкліва набліжаецца да галоўнай даты тысячагоддзя – святкавання міленіума сваёй біяграфіі. Перад аргкамітэтам свята стаіць складаная задача – арганізаваць яго на адпаведным юбілейнаму маштабу ўзроўні. Корэспандэнты навін пабывалі на арганізацыйнай нарадзе з удзелам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Натальяй Качанавай. Падрыхтоўка да святкавання знакавай юбілейнай даты ў Брэсце разгорнута вялікая. Аб самых значных будоўлях сёння добра вядома кожнаму жыхару горада, ды і госці абласнога цэнтра заўважаюць, горад сур'ёзна пераўвасабляецца. Перад пасяджэннем рэспубліканскага аргкамітэта па падрыхтоўцы і правядзенні святкавання тысячагоддзя Брэста старшыня аргкамітэта, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Наталья Качанова пабывала на будоўлях і адзначыла даволі вялікую актыўнасць работ. Очень активно ведутся работы на всех строительных площадках. Важно то, что везде обеспечены объекты финансированием практически. Хватает строителей и, в общем-то, хорошая стадия готовности этих объектов. Я думаю, что к празднику город будет абсолютно обновленным, красивым, уютным, удобным. Местные органы власти работают достаточно активно, ответственно. И я думаю, что сегодня просто мы обозначим те вопросы, которые надо будет еще решить на уровне республики. А в целом здесь, мне кажется, все достаточно нацелены на получение результата. У плане мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да тысячагоддзя Брэста будаўніцтва і рэканструкцыя 28 аб'ектаў. На сёння 4 ўжо уведзены ў эксплуатацыю, 12 запланаваны да ўводу ў гэтым годзе і столькі ж у наступным. Кіраўнік горада Александр Рагачук далажыў аб іх гатоўнасці, адзначыўшы неабходнасць асаблівай увагі заходняму абыходу. У сілу маштабнасці і значнасці аб'екта патрабуецца яго дафінансавання. Таксама і Міністэрству транспарту неабходна паскорыць фінансаванне работ па вынасе рачнога порту. Усе астатнія работы вядуцца згодна з графікам, а некаторыя аб'екты плануецца увесці і датэрмінова. Учитывая тот темп, который набран сейчас по строительству, сейчас руководством области принимает и Министерство финансов принимаются меры по увеличению финансирования, чтобы досрочно некоторые объекты ввести с учетом проведения европейских игр в июне месяце и транзитного положения нашего города. Даны поручения губернаторам максимально к июню следующего года сделать самые важные инфраструктурные объекты. Святкаванне тысячагоддзя – гэта не толькі будаўніцтва аб'ектаў. Міжнародныя канферэнцыі, фестывалі і конкурсы, спартыўныя святы. У юбілейны год у Брэсце запланавана каля 1000 рознафарматных мерапрыемстваў, апагеем якіх стане вялікае святочнае шоу пад назвай «Міленіум». Яно пройдзе 14 верасня 2019 года ў акваторыі ракі Мухавец на пантоннай сцэне. Канцэпцыя свята таксама была прадстаўлена на пасяджэнні аргкамітэта. Людмила Салзна, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».
На гэтым тыдні Брэст сустракаў і ўдзельнікаў патрыятычнага марафону «Цягнік памяці», прысвечанага 73-й гадавіне перамогі савецкага народа ў Вялікай айчыннай вайне. Активисты БРСМ, профсоюзных организаций Фонду мира, громадской организации «Беларусь». Больше 300 молодых людей напярэдадні дня Великой перамогі наведваюць Брэсцкую крепость для того, каб снова даць даніну павагі загінуўшым героям. Нам очень приятно встречать наших друзей из Витебска, потому что они, так же как и мы, верят и знают, что павшие герои погибли не напрасно, и их память о этих героях будет жить вечно в наших сердцах. Ребята, которые приехали первый раз, получат тот бесценный опыт и получат те ощущения, которые нельзя прочитать в книгах, нельзя увидеть в фильмах. Лизавета Балганова первый раз у Брэсцкай крепости. Побывать на месте, где у першие дни Великой айчыннай мужно змагаліся з ворагамі абаронцы, для яе особливо важно. Были истории, дедушка защищал тоже честь. К сожалению, я не застала его, только уже наслышана. Ветеранов уже становится все меньше и меньше, а нам еще посчастливилось их застать. У кожнага удзельніка марафону яблычныя кветкі. Гэта сімвал пераемнасці пакаленняў і захавання гістарычнай памяці. У нашай краіне складана знайсці сям'ю, якую б не закранула трагедыя Великай айчыннай. Вось і дзед Івана Пчолкі был малолетним вязнем Освенцима. Те технологии, которые есть сейчас, могут по щелчку уничтожить все человечество. Поэтому нужно помнить о том, что было тогда, чтобы сейчас этого не повторялось даже близко. Удзельнікі акцыі склалі кветкі да вечнага агню і правялі мітынг рэквіем. Новае папаўненне БРСМ атрымала членскія білеты на зямлі крэпасці героя. Марафон цягніка памяці даў старт праекту «Кветкі Великой перамогі». Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брэст». 6 дзён і больш за 300 кіламетраў на велосипеде. Сёння ў Белавежскай пушчы фінішыраваў міжнародны велапрабег. Такой спартыўна-пазнавальнай вандроўкай яго ўдзельнікі вырашылі звярнуць увагу да неабходнасці больш актыўна далучаць людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі да грамадскага жыцця, а таксама да праблемы змянення клімату і захавання лясоў. Велопробег, организованный программой развития ААН разом с Гродзенским и Брэсцким облвыканкамамі у падтрымку мэтаў устойлівага развіцця стартаваў у грудні 24 красавіка. Место старта фінальнай частцы – вёска Камянюкі. Тут до акцыі далучыліся каля 400 велосипедыстаў. Сярод іх людзі з інваліднасцю, дыпламаты, прадстаўнікі ўлады. Падтрымаў велопробег сваім непасрэдным удзелам і кіраўнік Брэсцкай вобласці Анатоль Лис. Основной упор вот в этих проектах, конечно, на сохранение экологии, значит, и окружающей среды. И вот эта акция и в целом спорт, он, конечно, значит, говорит о том, что если мы будем рационально относиться к тому, что у нас есть, то мы его можем оставить для, значит, потомков, ну и прежде всего сами дышать хорошим свежим воздухом. И это, конечно, здоровый образ жизни, так как если мы говорим о устойчивом развитии, да, значит, человека, то он должен быть здоровым человеком. Другой важной мэтай велопробегу Анатоль Лис адзначыў стварэнне безбар'ернага асяроддзя для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Фінальная частка велопробегу – гэта 21 кіламетр па дарогах Белавежскай пушчы. І трэба адзначыць, што ніводны удзельнік заезду, у тым ліку і людзі з інваліднасцю, не сышлі з дыстанцыі. Местом финишу стала Царская поляна. Это замечательное мероприятие, оно помогает сплотить совершенно разных людей, которые, может быть, в обычной жизни даже бы не встретились вообще нигде. Надзвычай важны велопробег для людей з інваліднасцю. Яны яшчэ раз доказали магчымасці ва ўсіх роўныя. Жона поехали до Бреста. До Бреста сюда. 6 дней. Интересно было. Люди, которые имеют особые возможности, но когда не должны оставаться в пустоте. Спасибо организаторам за то, что проводятся такие мероприятия, что людям с ограниченными возможностями дают повод продемонстрировать свои неограниченные возможности. Актыўны ўдзел людзей з інваліднасцю ў жыцці грамадства – адна з мэтаў велапрабегу, але далёка не адзіная. Асаблівая ўвага і захаванню лясоў і іх разнастайнасці. Это, наверное, самое символическое мероприятие, которое должно проходить именно в таких вот сокровенных местах,
И оно подчеркивает, что Белорусская пушча располагает активным отдыхом. Координатор ААН у Беларусі Санака Самарасінха адзначыў, гэты велапрабег быў для яго адным з самых фантастычных і стаў лепшым завяршэннем яго місіі ў нашай краіне. Гэтым велапрабегам мы, па-першае, хацелі паказаць людзям усяго свету, наколькі прыгожыя ў вас мясціны. Па-другое, акцыя накіравана на папулярызацыю сяброўства, якое не ведае межаў. І, канешне, мы выкарысталі велапрабег, каб паказаць, наколькі важна забяспечыць інклюзіўнасць у грамадстве. Дарэчы, акцыя не абмежавалася велапрабегам. Тыя, хто мае навыкі сплаву па рацэ, мелі магчымасці прайсці 10 кіламетраў водным маршрутам па рэчцы Лясная. Людмила Салдзіна, Юрий Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст». Што ж, гэты тыдзень выдаўся сапраўды актыўным. А якім будзе наступны, хутка даведаемся. Да сустрэчы ў наступную нядзелю. У гэты час на канале «Беларусь 4 Брэст».